Первые месяцы Великой Отечественной. На захваченной фашистами территории осталось более трети населения страны. Крупнейшие предприятия, самые плодородные поля. Вся ответственность за боеспособность Красной Армии и жизнь людей легла на восточные регионы, в том числе ТАССР. Промышленность и сельское хозяйство республики пришлось мгновенно ставить на военные рельсы. Фронтовые заказы получили заводы пишущих машин, автогаражного оборудования, серп и молот, оптико-механический, Казанская фабрика кинопленки и многие другие предприятия. Корпуса мин, снайперские прицелы, авиапленка, взрыватели, бинокли заменили мирную продукцию. Отдельно хочу выделить Казанский кетгутный завод. Это было единственное предприятие в стране, которое выпускало живительные нити кетгута, без которых невозможно было проведение хирургических операций. За годы войны производство кетгута в Казани выросло в 5 раз. Война внесла жесткие коррективы в кадровую статистику. К началу войны в промышленности Татарии было занято более 115 тысяч человек, а к началу 1942 года их осталось вдвое меньше. 41 тысяча женщин сменила ушедших на фронт мужчин. К станкам встали подростки, старики, эвакуированные специалисты. Казань и другие города республики приняли 70 предприятий. Среди них крупнейшие в своих отраслях – Московский авиационный завод, Ленинградский авиационный завод, Воронежский моторостроительный завод, Второй Московский часовой завод и многие другие. Они значительно увеличили промышленную мощь республики, но приехавших специалистов нужно было обеспечить крышей над головой, накормить, трудоустроить. В годы войны в Татарстан прибыло очень большое количество эвакуированных граждан. На 1 января 1942 года их было 273,5 тысячи зарегистрировано, а если мы возьмем данные эвакопунктов 1943 года, то цифра поднимается даже до 278 тысяч. Самой сложной была ситуация с жильем. Эвакуированных селили в семьи, школы, институты, библиотеки. В Государственном архиве Татарстана хранится документ, согласно которому в комнате площадью 15 квадратных метров уместились 35 сотрудников редакции газеты «Пионерская правда». Беспрецедентным стало решение властей о переселении части правительственных учреждений из Кремля. Освободившиеся площади были отданы Наркомату авиационной промышленности. И на территорию Кремля въехали рабочие авиационного завода номер 22. В первые месяцы войны ситуация на фронтах была критической. Красная армия отступала с огромными потерями. Чтобы помочь фронту разворачивать эвакуированные оборонные предприятия, приходилось в кратчайшие сроки. Но небольшой казанский завод номер 124 по производству легкомоторных самолетов из Москвы эвакуировали 22-й завод имени Горбунова, флагман авиастроения Советского Союза. Уже через 2 месяца объединенный завод отправил на фронт первые пикирующие бомбардировщики П-2. За годы войны в Казани встало на крыло более 10 тысяч этих самолетов. На 22-м заводе собирали и стратегические бомбардировщики П-8. Еще один легендарный самолет, легкомоторный бомбардировщик По-2, выпускал Ленинградский авиационный завод номер 387, который разместился на территории Казанской гужевой фабрики. Сначала гитлеровцы не приняли небесный тихоход всерьез, скептически называли его «Русфанер». Но ночные бомбардировщики наносили такие чувствительные удары по вражеским войскам, что вскоре немецкое командование пообещало 5000 марок за каждую сбитую машину. А вообще в Советском Союзе за годы войны произведено 125 тысяч. Каждый 6-й самолет произведен в Казани. Вот и говорите о значении Казани. Я вообще выступаю и постоянно говорю, что есть города трудовой славы. Казань вполне заслуживает этого. Но казанская техника помогала защитникам Родины не только в небе. На воде громили врага бронекатера, построенные на Зеленодольском заводе имени Горького. Легендарная фраза Чуйкова, который защищал Сталинград, был главным при обороне Сталинграда: «Мы бы не удержали Сталинград, если бы не татарские бычки». БК. Бронекатера, которые бегали по Волге, это были «Катюши» на море, на реке. И именно их залпы помогали обороняющимся в Сталинграде солдатам удержаться на берегу. Уже к осени 1942 года промышленность ТАССР стала крупнейшим поставщиком боеприпасов, вооружения и снаряжения. На предприятиях республики выпускалось свыше 600 наименований военной продукции. Для победы было важно все, но некоторые виды оружия, такие как реактивная артиллерия, кардинально изменили ход войны.
Легендарные установки «Катюша» так ударили сначала под Сталинградом, а затем и на Курской дуге, что в Великой Отечественной войне наступил окончательный перелом. Именно Казанский пороховой завод производил для «Катюш» взрывчатку с секретной формулой, которую очень хотели, но так и не смогли раскрыть немецкие специалисты. Когда немцы дошли до Волги, все наши пороховые заводы либо были ликвидированы, либо были в состоянии эвакуации. А Казанский работал один единственный, и он обеспечил всю армию, начиная с патронов и кончая реактивными снарядами. Это опять же Казань. И опять же потому, что порох пероксилиновый, самый эффективный для «Катюш», изобрел Казанский, директор порохового завода Шнегас. Около десятка предприятий участвовали в производстве компонентов для знаменитой «Катюши». Только Казанский пороховой завод произвел 1 миллион зарядов для «Катюши». Бойцов Красной Армии нужно было снабжать не только оружием, но и одевать и кормить. Еще с довоенных лет одной из самых развитых отраслей в ТССР была легкая промышленность. Казанский меховой комбинат быстро освоил производство армейских шапок-ушанок, рукавиц, шлемофонов, комбинезонов. Комбинат «Спартак» стал поставлять на фронт обувь. На предприятиях легкой промышленности выпускалось 200 наименований продукции. По поводу обмундирования, наша обувная промышленность, наша меховая промышленность одела за годы войны 3 миллионов солдат сапогами, валенками, унтами, шинелями и робами. Очень сложным было положение в сельском хозяйстве Татарской Республики. Большинство трудоспособных мужчин призвали в армию. На полях, как и на городских предприятиях, остались старики, женщины и дети. С первых дней войны в колхозы практически перестали поступать сельхозмашины, запчасти и горючее. Почти 80% грузовиков было изъято для нужд фронта. В разы уменьшилось количество тракторов и даже лошадей. За 4 года войны Татарская ССР произвела и поставила на фронт 131 миллион пудов зерна, 39 миллионов пудов картофеля и овощей, 56 миллионов пудов мяса, 200 миллионов литров молока и много-много другой продукции. Отказывая себе в самом необходимом, колхозники отдавали последнее для победы. Для жителей республики, как для всех советских людей, 4 года военного лихолетия стали временем тяжелых испытаний. Уже в августе 1941 года начались перебои с хлебом. С 1 октября хлеб начали выдавать по карточкам, как и сахар, ввели нормы и на другие продукты. Но, несмотря ни на что, для жителей республики главным в те тяжелые годы стал лозунг «Все для фронта, все для победы». Рабочие выполняли 200-300% плана за себя и за товарищей, ушедших на фронт. Люди сутками не покидали цеха, спали по несколько часов тут же у станков. Более 75 тысяч тружеников республики были отмечены в годы войны орденами и медалями. 10 человек удостоены звания Героя социалистического труда. До последней капли крови сражались бойцы на фронтах Великой Отечественной. Но мало кому известно, что в тылу жертвовали своей кровью и труженики тыла. В годы войны широко развернулось донорское движение. Жители ТССР сдали для помощи раненым бойцам 42 тысячи литров крови. И, может быть, поэтому алый стал символом победы, как цвет неразрывного единства фронта и тыла. Светлана Спирина, Оксана Гармай, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.